Алло, добрый вечер участникам круглого стола. Вы слышите меня? Алло, слышите меня? Алло, здесь, так. Так, собирается народ. В чем дело-то? Малика Шаид, Иса Ахмадов. Так. Аслан Арцуев. Assalamu alaikum, büyük görüşü. Beh mobil, zajim тяви сечун. Мадат, алейкум, добрый вечер. Слышите меня тоже? Да, добрый вечер. Я немного опоздал. Ну, ничего. Здесь есть у нас кто? Значит, вот у нас есть наши гости. Это у нас Тарас Рацевят из Украины. Он, как говорится, твердый бывший настоящий политик Украины, депутат Рады многих созывов. Потом у нас есть гость Чускетского национального движения Ибрагим Яганов здесь, так. Он сейчас находится в Польше. И тоже вот он будет участвовать в этом деле. Он лидер движения. Потом люди еще будут подходить здесь. Видимо, будут еще подходить, да. Ну что тогда? Тему Аслан озвучь тогда. Давай тогда. Да, сегодняшняя наша тема будет касаться Чеченской Республики Ичкерия, Украины, Соединенных Штатов Америки, наши перспективы, наше будущее, наши совместные взаимодействия представителей наших государств. Ну вот в этом плане, если я правильно все сказал. Да, правильно. В общем, тема такая обозначена, она такая обширная. И мы здесь много об этих вещах говорили, как бы отдельно. Но теперь как бы объединяем и говорим о Чеченской Республике Ичкерия, которая сегодня находится под оккупацией Российской империи. И мы много раз повторялись, я еще раз скажу, что если бы когда Россия напала на Чеченскую Республику, она совершила 5 агрессий, и тогда, если бы остальные республики, вышедшие из Советского Союза, и республики, которые были, скажем, другие страны, да, поддержали бы нас в рамках международного права агрессию против агрессии России и Москвы, тогда выступили, когда было очень даже очевидно, что это империя, но осколок империи, он пытался снова возродиться и снова поднести под себя эти территории. Даже когда они разваливали Советский Союз, они выходили с лозунгом «разойтись, чтобы затем сойтись». Говорили, что они демократы, что они будут по этому пути идти. Готовили там Явлинского 500 дней программы, другие, всем казалось, что это так. На самом деле чеченцам, нам, вот,
власти, которая была тогда, нам было известно, что Ельцин и его команда планировали развалить Советский Союз, потому что Ельцин не мог стать во главе Советского Союза, потому что юридически это никак не согласовалось. И они тогда решили развалить Советский Союз, чтобы затем сойтись. И когда из Советского Союза вышло 32 республик тогда, то из этих 32 республик 16 были бывшие автономии. Но сразу скажу, что автономия – это тоже такие же республики, с точки зрения международного права, это республики, не члены Организации Объединенных Наций. А тем более, что сам Советский Союз признал все эти автономные республики в апреле 90-го года тоже союзными, хотя это не имело никакого значения с точки зрения международного права. Но с этой точки зрения, когда разваливался Советский Союз, только Чеченская республика, которая, как говорят, успела, еще ощутила вот это дуновение, которое творила вот Российская Федерация России во главе с Ельцином, когда они выступали, принимали свои эти декларации и законы и говорили, что они будут действовать, что их закон выше, чем, мол, Российская Федерация России. Представляете, одна из республик Советского Союза, значит, открыто выступала против власти СССР, который хотел, значит, преобразовать Советский Союз в новую страну, так называемую Союз Советских Суверенных Республик. То есть были законы, согласно которым могут выйти все республики из этой страны. То есть был закон специальный, был и экономический закон, и прямо такой закон был, в котором, не соблюдая эти законы, Ельцин и его сообщники развалили этот Советский Союз. Развал его был, конечно, на пользу. Я не скажу ничего такого здесь. Развалили, так развалили. Но дело в том, что развалили они этот Советский Союз не для того, чтобы дать свободу этим народам, свободу этим республикам, а для того, чтобы их еще раз подвести под себя. Поэтому вот и так и случилось, что мы, Чеченская республика, народ, который создал свое государство, суверенное, независимое и демократическое правовое государство, против этой республики начался первый ход военный. А до этого остальные 15 союзных республик, которые были в составе прежней РСФСР, Ельцин и его команда не позволил им, препятствовала им созданию своих государств. То есть наполнить ее всей атрибутикой, наполнить ее, значит, конституцией, решением, какой путь они изберут. После развала любая страна или любой народ, который получил это право, имеет 3 вида, значит, путей. Это значит создать свое суверенное государство, войти в состав другого государства или образовать конфедерацию. Вот таким образом эти 3 пути им были, заказаны, им не позволили этим народам это сделать. Я имею в виду Башкирию, Татарстан, Калмыкию, и другие все ранее в Советском Союзе, бывшие в составе, скажем, РСФСР, но которые никакое значение не имело для международного права. А в этих республиках, когда Советский Союз развалился, еще до, скажем, 92-го и 92-го года, там сидели все те же коммунисты. То есть их никто не сменил. Статус республик изменился даже в Советском Союзе, а их никто власть не изменил. Не избрали новую власть, не определили конкретный, значит, путь свой. И тут же взяли и, значит, эти коммунисты вместе с Ельцином незаконно подписали так называемый федеративный договор.
и образовали Российскую Федерацию России. То есть эти все так называемые руководители-коммунисты Российской Федерации России, кроме Чеченской Республики, которая весь этот процесс провела и осуществила до развала Советского Союза, мы все эти процедуры провели. Приняли, значит, декларацию референдума нашего народа, приняли, значит, конституцию, атрибутику, все. И при развале Советского Союза мы оказались, вышли из Советского Союза, как он исчез, со всей атрибутикой суверенного государства. Не было только конституции. И эту конституцию мы приняли уже вне Советского Союза, который исчез 12 марта 1992 года. Так? И 13 марта, только 13 марта нас признала Грузия. Почему? Потому что они не могли признать не оформившую или не созданную по всем международным правовым нормам государство. Мы это создали, и Грузия поэтому нас признала. Сейчас, по-моему, стоит вопрос в том, что вот новые республики, то есть новые республики, которые хотят сейчас выйти из Российской Федерации России, предлагают какие-то пути для того, чтобы они развалились. Есть разные здесь предложения. Но в то же время это будет вот сейчас, так как она находится в составе как бы России, выйти из России по международному праву необходимо, чтобы было согласие, скажем, Кремля нынешнего, Путина. А это решение практически невозможно добиться от этой власти, не уничтожив или не убрав, или не изменив структуру этой власти и не изменив ее составляющую. Вот что время, которое вот мы видим, что мы наблюдаем, в чем вот находится вот такая проблема сейчас. Есть и другие, скажем, народы, которые в составе сегодняшней России, которые потом были преобразованы в автономии, и они, видимо, тоже хотят там что-то, вот, чтобы такое изменение произошло. Вот такая ситуация сегодня в России, в общем, происходит, и эта страна, она начала свою агрессию против нашего государства в 1994 году незаконно. Против нас они совершили 5 военных агрессий, из которых в 4 мы побеждали, изгоняли эту их армию, доходящую почти до 500 000 из нашей страны, 4, то военным путем, то там переговорами, то политическими изгоняли. В 5-й раз у нас уже как бы с этим вопросом было очень тяжело. Огромная эта империя, она, значит, и бомбила, стреляла, в общем, просто убивала наш народ и убила четверть нашего населения, более 250 000 человек. В этой ситуации наше сопротивление, наше государство, власть перешла в подполье и партизанское движение. Мы сейчас работаем в зарубежье, и наше подполье находится сейчас в очень таком затруднительном состоянии, потому что там очень тяжелая ситуация, как мы с вами знаем. Но она не только в самой Чеченской Республике, она теперь по всей России. Вы знаете, что после этого, после вот такой вот огромной потери, наш народ, значит, оказался под пятой у этой Российской империи, и это случилось примерно в 2010-2009 году. Представьте себе, мы с 91 года, почти 15-20 лет, мы боролись открыто, теперь мы находимся в подполье и в зарубежье ведем работу политическую по деоккупации нашей правовой государственности демократической. И здесь у нас находится много разных проблем, которые мы должны решать. И одной из проблем, которые есть у нас, нынешняя Украина. Она 18 октября прошлого года приняла решение о признании нашего государства оккупированной территории и осудила геноцид чеченского народа. Борьба украинского народа напрямую связана с нашей борьбой, и поэтому наши вот бойцы, наши люди, там вот батальоны ведут, насколько им, значит, сегодня удается, поддерживать Украину,
В то время, когда у нас шла вот эта война, на территории Чеченской Республики тоже был батальон отряда украинцев во главе Сашка Белым, я его помню хорошо, и они там тоже гибли, они тоже получали от нас и награды. Ну, в общем, мы тогда и там, и здесь вот вместе продолжаем эту работу. Но одновременно надо сказать, что в этой ситуации среди нас находится большая, значит, работа, которую проводит Кремль против нас и Украины. Они делают все для того, чтобы изобразить наше сопротивление и нас бандитами, террористами. Они делают все для того, чтобы изобразить украинцев тоже незаконной властью, территорией незаконной. Они делают все для того, чтобы сказать, что, скажем, против территории Украины ее власти проводят разные такие провокационные и агитационные, значит, работу идут информационную, пытаясь изобличить ее в какой-то там несправедливости и незаконности создания. Говорят, что их надо денацифицировать, денацификация, демилитаризация. Вот они этим занимаются. То же самое они делали против нас. Чеченская Республика Ичкерия и Украина, у них одна задача единая. И мы должны быть едины, и мы должны к этой борьбе привлекать и других людей, и другие страны, и других наших, значит, товарищей, которые понимают и разъяснят и нашему народу, что происходит. Очень положительно то, конечно, что в этой ситуации Украине сегодня помогают Соединенные Штаты Америки и европейские страны. Но как мы видим с вами, что против этой коалиции, которая действует сегодня против, скажем, Российской империи, собралась другая коалиция этих диктаторов. Кто они? Это Китай, это Северная Корея, это Иран. Это фактически вот эти вот диктаторские режимы, которые находятся, скажем, в южном полушарии. Вот что, скажем, или что я могу сейчас сказать по этому вкратце. Поэтому хочу сказать, выскажитесь вы. Вот такое направление общем, то, что мы говорим, мы можем детально вот эти все вопросы рассуждать. Пожалуйста, кто хочет по этой теме, выскажите, скажите, и мы будем дальше говорить об этом. Все. Аслан, я закончил. Баркал аят. Очень важно и очень правильно все было сказано. Если у кого-то есть вопросы, задавайте, друзья. Можете... Желающие пусть выступит. Вот есть у нас. Да, есть. И Тарас есть, и Алла здесь включи. Алла здесь. Алла, где у нас там? Алла, включи. Руку, если они поднимут, то... Да, она ей включи ее. Может, она включи ее, чтобы да, она... Да, сейчас включу. Кто там еще хочет? Слухала течане. Так. Так. Тараса. Так, кто хочет, можешь просто нажать и говорить, если хотите. Аят. Вот да. Если обсуждать ситуацию касательно Украины и Чеченской Республики Ичкерия, с одной стороны, Украина сделала огромный шаг. Верховная Рада признала нашу территорию оккупированной и преступления, совершенные в отношении чеченского народа, геноцидом. С другой стороны, мы не видим такой особой работы, такой, плодотворной, скажем так, совместной работы. С чем это может быть связано? Выжидают время, или вообще нас не хотят признавать, или же от нас что-то ждут? Как ты думаешь? Я могу говорить. Пожалуйста. Я всех приветствую. Да никто ни на что не ждет.
Просто это проблема украинской власти. У нас власть – это фактически мафиозная группировка сейчас. И их мало, пока им, я извиняюсь, под зад копытом не дашь, они ничего делать не будут. Даже если их хорошо дашь, они тоже делать ничего не будут. Это люди, которые ни опыта политического, ни желания заниматься политикой. Это такой, знаете, театр абсурда, к сожалению. И если бы не наши вооруженные силы и наши воины, мы бы уже давно обвалились с такой властью. Целый год Соединенные Штаты, Европа информировала, приезжал директор ЦРУ, приезжал госсекретарь к нашему президенту, информировали, показывали карты, как русские будут наступать. Они палец на палец не ударили. И если бы не народ, которому сбрасывали, подъезжали на грузовиках, и сбрасывали с грузовиков, просто выгружали как самосвалы автоматы, и которые шли с автоматами на танки и на БТРы, они бы были бы действительно через 3 дня в Киеве. Потому здесь проблема не в том, что Украина что-то хочет. Это проблема, что Украина большая страна, и, к сожалению, у нас у власти сейчас не те люди. Понимаете? Вот. Потому много людей готовы помогать и все остальное. Но нынешнее большинство в Верховном Совете, нынешний президент, он мало что даже понимает в этом. Понимаете? Он актер. Он паяц. Он никогда не занимался политикой. Для того, чтобы грамотно... Посмотрите на Байдена. 50 лет в политике. А теперь посмотрите на Трампа. Это взбалмошный немножко человек такой, который, ну, может быть, и хотел что-то хорошее сделать, но у него не получается. Какие переговоры он бы не вел, даже с Ким Чен Ыном у него ничего не получается. Вот та же ситуация у нас. Потому у нас общество поделилось на воинов, которые защищают Родину и готовы жертвовать всем и сделают все для победы над русскими, над россиянами, вернее. Потому что, ну, на тех, кто, скажем так, не в состоянии понять, что происходит. Вместо того, чтобы год рыть траншеи, готовить укрепрайоны и все остальное, он говорил, что мы будем готовиться к шашлыкам, наш президент. Потому что сейчас такая сложная ситуация. Сейчас идут очень тяжелые бои. В первые дни русская армия выпускала по украинским позициям до 80 тысяч снарядов в сутки. 80 тысяч снарядов в сутки. Вот. Сейчас у них, конечно, поменьше, у них сейчас немножко дефицит снарядов, но они все равно выпускают в 5 раз больше. Потому что Запад, оказывается, у нас НАТО, расслабилась. Они решили, что холодная война закончилась, холодная война. Вот. И что мне немножко сложно по-русски говорить, вы меня извините, пожалуйста. Я уже забыл немного русский язык. Вот. Мы на нем не общаемся. Потому... Мы понимаем русский пока. Вот. Потому они расслабились. Они фактически свернули свою военную промышленность. Они сейчас обещали для нас сделать 1 000 000 снарядов, сделали 500 000. А в день нужно выпускать хотя бы 5000 для того, чтобы противостоять. Ну, хорошо, что нам дали хорошую артиллерию, высокоточную.
И, конечно, русской артиллерии нужно 10 выстрелов, чтобы попасть в цель. Той артиллерии, которую нам дали, нужно 2 выстрела, чтобы попасть в цель. Конечно, хаймерсы, ракетные сейчас нам дали установки, и атакамсы, и скайпы, и штормшедлы, и ждем сейчас, что Германия примет решение о передаче для нас Таурусов. Это малой дальности ракеты, но их особенность, что они предназначены для уничтожения инженерных сооружений в том числе. И они очень высокоточные, что дало бы возможность при определенном количестве положить несколько пролетов Керченского моста. И тогда мы бы отрезали крымскую группировку под подставу. Тарас, вы же, наверное, слышали. Да, слышите, какой выход из положения тогда, если такая ситуация в политическом плане? В политическом? Да. В политическом нужно работать прежде всего с гражданами разных стран для того, чтобы победить. Если мы сейчас обломим россиян, обломим вот эту вот свору дьявола, то, конечно, многие народы будут иметь шанс освободиться. Потому мы понимаем нашу миссию вообще. Вот. Убедить, сейчас многие народы хотели бы, чтобы их признала Украина. Но президент на это не реагирует. Вы же видели, если вы посмотрите телевизор, будете видеть, какое у нас сейчас большинство обслуг народов. Это желторотики, которые еще ничего в жизни не понимают, не то что в политике. Понимаете, а политика – это сложнейшая вещь. Тем более, вот. Потому выход один – работать с народами Европы, избирателями, которые будут заставлять, конечно, своих депутатов, канцлеров, президентов, премьер-министров принимать рациональные решения. И тогда мы сможем, в принципе, добиться и того, чтобы, например, Польша, даже Германия, Франция признали Ичкерию, понимаете? Вот. От нашего президента пока что ждать очень сложно что-нибудь. У нас сейчас хороший блок военный. Это люди-патриоты, это высококлассные боевые генералы. Потому каждый день уходит русских ват, наши отправляют в среднем 1000 человек. В среднем 1000 человек. Сегодня утром в Украину летела 41 ракета. К сожалению, погибли 8 человек, среди них 2 детей. Девочки 8 и 12 лет. Одну достали, я извиняюсь, по кускам из развалин. Да. Очень сложно, конечно, сбивать баллистику, такие как Искандеры, как ракеты М и так далее. Потому что они уходят в космос и оттуда падают с огромнейшей скоростью до 4 маха, до 4 скорости звука, до 4. Потому мы можем сбивать их только патриотами. Ну и, конечно, большая проблема по ракетам – это то, что когда сбивают наши ПВО ракеты, ихние, то осколки этих ракет делают часто очень много беды. Но сегодня фактически положили целый подъезд 9-этажного дома, повылетали стены, все остальное. Там еще кроме 8 погибших более 60 раненых. В Киеве 20 раненых, в Киеве сбили все ракеты, но вот эти вот осколки от ракет тоже наделали беды. Но мы работаем над тем, чтобы вот по данным нашего Генштаба,
Вы, наверное, слышали о генерале Залужном. Это человек, который, наверное, у него рейтинг 120%, а не 100%. Да. Вот. Генерал Шаптала, его начальник генштаба. Вот. И много других. Так, это генералы, которые... У нас же война идет с 2014 года. Которые прошли и фронт, и все. Это не паркетные генералы. Вот. Потому вот по этим данным сейчас у нас уже в ад отправлено почти 380 тысяч ихних. 6200 танков. 11,5 тысяч БТРов и БМП. 330 тысяч самолетов и 320 вертолетов. 9 тысяч, вернее, систем артиллерийских. То есть есть чем похвастаться. Но дело в том, что гибнут и наши ребята. Сейчас они любой ценой хотят полностью захватить Донецкую и Луганскую область. У них это не получается. Авдеевку они атакуют с 2014 года. Уже 10 лет и не могут взять. Вот. Потому мы думаю, что нам нужно работать и с парламентами, и с, как это по-русски, и с правительствами, и в первую очередь с гражданами. Потому что сегодня, кстати, вы, наверное, не знаете, сейчас была большая делегация из парламентариев разных стран в Соединенных Штатах с определенной миссией. Вот эти все игры, которые там идут политические, ну, мы понимаем, что у них выборы, все остальное и так далее, но это все слишком затягивается, потому что нам нужны снаряды и оружие. Мы сейчас ожидаем на F-16. Возможно, сейчас Швеция нам даст несколько эскадрилий Гриппенов своих. Это фактически аналог F-16. Вот. Это очень усилило бы наши возможности для победы. А мы в ней уверены, потому что правда должна побеждать. Вы их побеждали много раз, пока изменники вас не предали. Вы согласны со мной? Согласен, конечно. Вот, вас предали просто свои же. Хуже предателей нет ничего. Это как 300 спартанцев. Войска персов провели окружной дорогой и зашли в спину. Да. Вот. Так же было с Чечней, но мы будем стараться этого не допустить, потому что слишком большой фронт, больше 1000 километров. Фронт сам проходит. Да. Уровень минированности, там, где мы атакуем, там километры мин лежат вглубь. Их очень сложно проходить. Ни один тральщик наземный, даже западный, их не может пройти. Он подрывается, он уходит. Потому, конечно, сейчас было бы очень хорошо, если бы в Соединенных Штатах на выборах, там есть, я сейчас не помню ее фамилию, из республиканцев. Я хотела бы доложить эту ситуацию в Соединенных Штатах. Да, Малика. было бы очень хорошо, конечно. Да, я прошу слова. Сегодня у нас исторический день в США. Если вы позволите, я вклинюсь в разговор. Конечно. Потому, работать надо, вот и все. Другого нет, и воевать. Я хотела бы доложить о том, как мы работаем и что мы хотим предложить вам. Если возможно, Аслан, можно подключить Игоря Бабошкина? Игорь, подними, пожалуйста, руку, потому что я хотела бы, чтобы ты тоже подключился. Кто это говорит? Скажите, пожалуйста. Это Малика говорит, Малка Шахар из Майами. Малка, Ник, здравствуйте. Да. Здравствуйте. У нас сегодня исторический день в США, и я пригласила
владельца медиахолдинга «Наш Дом Америка» Игоря Бабошкина, с которым мы много лет уже боремся против путинского режима и добиваемся Да, огромных Игорь, успехов можете говорить. на территории США. Да, спасибо. Да, Ну, Игорь, давайте... Да. расскажи, пожалуйста, немного о нашей работе и как бы мы могли участвовать в движении, организованном сегодня людьми на конференции присутствующих. Да. Ну, смотрите, здравствуйте всем. Я первый раз здесь участвую, поэтому, может, я тут где-то могу ошибаться. Значит, я послушал частично выступающего перед этим. Ну, тут в пользу Америки было много сказано, что Трамп плохой, а Байден хороший. Ники Хейли, которая сегодня у нас против Трампа избирается, значит, вроде бы, что она будет лучше. И здесь Малка со мной согласится. Да, это решение правильно. Но я хочу сказать, что Байден как раз-то виновен полностью в том, что сегодня происходит. Потому что если бы Байден не довел ситуацию на границе до той степени, которая республиканцев поставила что называется, в штыки, то сегодня бы Украина получала и продолжала бы получать помощь. Трамп, конечно, совершил много ошибок, но тут надо говорить еще и о тех позитивных делах, которые он сделал. Трамп боец, и Трамп в свое время поставил, извините меня, толстячка из Северной Кореи, поставил на место, и не было ни одного запуска ракет во время Трампа, а во время Байдена на Байдена положили и стреляют во все стороны. Трамп встретился с Путиным, и я на радио Филадельфии выступал, это есть на Ютьюбе, и я сказал, что у меня есть предположение, основанное на очень многих факторах, что Трамп поставил ультиматум, чтобы он не сувался ни в Украину, ни куда-то еще. И так оно и было. Кстати, после моего выступления, что интересно, я понимаю, Трамп меня не слушал на русском языке, но через неделю после этого Трамп подтвердил, что во время переговоров в Хельсинки он Путина предупредил, что сунешься куда-то, будет плохо. Сегодня Ники Хейли, конечно, боец, которая единственная выступает за то, чтобы Америка поддержала Украину до полной победы и до разгрома путинизма, вообще желательно до конца, до основания, а затем. Да, и что там будет, непонятно, но по моим предположениям, конечно, России в том виде, как не будет, как есть ее не будет, останется Московия, и все остальные республики должны получить полную самостоятельность, о чем, конечно, и Кавказ, и другие республики мечтают очень давно. Но пока у нас Байден, ничего этого не будет. Сегодня Байден, например, отменил положение в Техасе, Верховный суд поддержал Байдена, и Техас, который сопротивлялся мигрантам, теперь отодвинут в сторону. Федеральные войска разрезают колючую проволоку и пропускают мигрантов на территорию Америки. Как вы думаете, будут поступать республиканцы после этого? Будут они голосовать за предоставление какой-то иностранной помощи или будут они в Конгрессе блокировать любую помощь, пока не наведут порядок на южной границе? Байден – это основная проблема сегодня Украины. Основная. И если предыдущий оратор говорил, что нужно работать с европейскими лидерами, с европейскими народами, то как раз-то лидеры скорее идут против народа, потому что народ уже немножко устал платить деньги на помощь Украине. Не все понимают, что опасность от Путина исходит не только для Украины, но и для всего мира, а в Европу в первую очередь. Вот. Но это понимают политики, которые сегодня выступают за помощь Украине. Ну, кроме, конечно, Орбана, который заморозил эти 50 миллиардов. И сегодня принимается беспрецедентное решение, чтобы Орбана торкнуть и попытаться его блокаду ликвидировать. Ну, это европейская борьба, и она продолжается именно политиками. Насчет президента Украины сегодня мне трудно, конечно, сказать. Я в Украине очень-очень давно не был. Хотя наши администраторы нашего сайта, Малка сказала, что мы освещаем новости. Наш сайт называется нашдом.us, конечно, английскими буквами. Наши администраторы сидят в Киеве и ставят на сайт много информации об Украине. И я постоянно в контакте, я слышу, что там происходит, и имею
объективную информацию из Киева. Мне трудно обсуждать президента, но, по-моему, на сегодня, по крайней мере, до сегодняшнего дня Зеленский пользуется таким уважением во всем мире, включая Америку, на всех уровнях. Ну, пользуется. Как бы там оно ни было, он пользуется огромным уважением. Единственное, что, конечно, внутренние распри в каждой стране, они не могут преодолеть, скажем... Здесь Зеленский бессилен просто. Он бессилен против Орбана, он бессилен против республиканцев, которые борются с Байденом, и своя рубашка ближе к телу. В общем, ситуация непростая, конечно, и путинский режим. Но сегодня, вот Малка сказала, что у нас исторический день. Сегодня произошла интересная ситуация, что сегодня на выборах, которые проходят в одном единственном штате, Нью-Хэмпшир, который севернее Нью-Йорка находится, вообще никакой штат, можно сказать. Да. Но там интересно, что Байдена нет на листе избирателей, а избирают сегодня выборщики и демократы, и республиканцы. И там была запущена даже фейковая аудиозапись, где якобы Байден призывает своих избирателей не ходить на участки и не голосовать за Трампа. Ну, в общем... Ситуация действительно уникальная, что голосуют и те, и другие, а действующего президента нету на избирательном бюллетене. И поэтому среди демократов, которые придут на избирательные участки и не найдут Байдена, но Трампа они точно вычеркнут, у них остается Ники Хейли. И мы с Малкой сегодня обсуждали с утра, что у нее сегодня появился вообще уникальный шанс выиграть у Трампа просто на пустом месте. Конечно, посмотрим, чем день закончится, но ситуация действительно уникальная. И от этой ситуации много зависит. Вопрос в том, что как Америка может помочь. Ну, у меня свои мысли, я их высказываю часто на радио в Филадельфии, где выступаю. Сегодня, конечно, основная причина у нас в Турции. Турция все-таки держит Россию, и она держит Босфор. Если бы американский флот вошел бы в Черное море, и заткнул бы, как говорится, путинские кораблики где-нибудь там в углу подальше, то ситуация бы кардинально изменилась. Но Турция держит Босфор, не пускает ни американцев, ни русских, никого. И вот это большая проблема. Вот. А да, ну я не знаю, Малка меня добавит, конечно, я тут много чего говорю. Я хочу, Игорь, чтобы ты присутствующим немножко рассказал о себе. Ну, Игорь подождите, мы вопрос зададим, Малка, Игорю. Игорь, вот вы сказали о том, о чем я извиняюсь, но как вы, вот вопрос, то, что сказал Тарас, он как гражданин своей страны может критиковать в демократической стране президента и всю власть, это мы понимаем. Это он говорит от своей, как говорится, души, о своих возмущениях. Но в то же время мы же здесь говорим и о Чеченской республике Ичкерия, которая незаконно оккупирована, которая была создана в 1991 году при развале СССР. Америка в свое время поддерживала этого Путина, даже деньги выделяла ему тогда. Сегодня образумились, но никаких шагов в этом направлении в отношении нашей республики не двигается, не говорится. Это тоже для нас очень важно, потому что поддержать надо, если она демократия или это решение, которое должно быть в международном праве, то оно должно и в отношении нашей республики делать, потому что наш народ находится в такой, ну скажем, в такой ситуации. 37-й год не был такой. Вот что бы вы сказали, Игорь, об этом? На вашем радио, телевидении, как вот, что об этом говорится кто-нибудь? Говорит или нет? Понимаю я, что ситуация у вас там очень интересная в Америке, и для нас это тоже очень важно. Спасибо. Ну, давайте я попробую ответить. Во-первых, ситуация действительно с начала 2000... Вы меня слышно, да? С начала 2000-х годов ситуация в Америке очень сильно менялась. Сначала это был Обама, а потом был Трамп, потом был, Байден. Трамп в международных делах, конечно, вообще, по-моему, слабо соображает. Он занимается бизнесом, и в политике он никогда не был, поэтому, чтобы он разбирался в различных странах, это трудно сказать. Я, как уже сказал, Трамп попытался сдержать мир и заручиться тем, чтобы было спокойно во всем мире. Ну, в основном.
Ники Хейли, которая сегодня идет к власти, она больший специалист в политике. Она была представителем в ООН, и она в ООН решала очень много вопросов. Кстати, единственная, кто выступил и сказала о том, что, например, представителя в ООН Чуркина убили. И я знаю, почему его убили. Потому что Чуркин случайно на заседании выставил оригинальное письмо, показал во время заседания ООН о том, что его бывший президент, значит, у Путина попросил ввести войска. Этого, конечно, нельзя было делать, и Чуркина ликвидировали. То есть она в курсе таких мелочей, которые происходят в мире, что для Ичкерии, я думаю, победа была бы очень большой победой. Но самой большой победой был бы развал, ну, не Советского Союза, его уже нету, а развал той России, которая сегодня называется Россией, но фактически она уже напоминает Советский Союз на грани развала. То есть все республики действуют как-то самостоятельно. За последнее время, скажите, кто слышал слово Татарстан? Вообще никто не слышал. Ни даже по поводу мобилизации в Украину, на войну с Украиной, ни по каким вопросам. То есть все республики как бы остались замороженными. Понимаете? И поэтому Извините, сегодня Игорь, разговор идет... Игорь, извините, пожалуйста. Вопрос в том, что сегодня у России все те атомные оружия, которые были, и кто ее развалит вот в таком состоянии, имея это атомное оружие. Это атомное оружие должно быть под каким-то крылом, если ее разваливать. Вот в чем проблема, мне кажется. А вам как думается? В этом же проблема вся. Я просто не стал развивать проблему, когда сказал, что американцы войти в Черное море. Потому что одна американская подводная лодка несет на себе такое количество томагавк, которая распадается на множество мелких зарядов. И если это предположить, что это ядерные заряды, то практически все города России могут быть уничтожены одним залпом одной единственной атомной подводной лодки. Если сегодня Балтийское море фактически уже принадлежит НАТО, и сейчас начинаются самые крупные с момента с холодной войны. В 1988 году были учения НАТО, где участвовало 120 тысяч человек. Сейчас ожидается 80 тысяч солдат участвовать в учениях, которые продлятся до 1 мая. 3 месяца будут идти учения в Балтийском море, где будет, по-моему, порядка 80 кораблей. В общем, там огромное количество военной техники, самолетов, по-моему, там под 100 где-то. Да, 80 самолетов будет участвовать и 40 кораблей. Если бы такое же случилось в Черном море, войска НАТО зашли бы в Черное море, то Россия была бы настолько окружена, что ни о каком вообще даже телодвижении ракет, которые там Путин называет увиливающими от радарных установок, но которые сбивают ракеты сегодня, которые изобретены в 70-х прошлого века, ну это же просто... Говорим, какое ядерное оружие у России, куда оно может долететь? Оно может, конечно, долететь до Украины, это безусловно, но даже в Европе это все может быть сбито и еще раз сбито. Знаете, и если все-таки Турцию сумеют надавить, и если войска НАТО войдут с юга, у Путина будет очень и очень тяжелое положение. Очень. Ну, понятно, но здесь вопрос в том, что если они ударят этими томагавками, то все равно это покроется, как говорится, небо целыми темными тучами, как расчет делает ученые. И целая, значит, вечность, 100-200 лет, это все может, если даже взорвать российские эти атомные бомбы. Я много раз об этом читал. И тогда это же мировая война, уничтожение всей этой пространства, всего пространства от Америки до, скажем, до Европы, до конца Европы, может быть, так, тогда. То есть вот эта проблема стоит, и поэтому мы говорим об этом. Здесь вопрос решения, конечно, чтобы это не произошло. Мне так кажется, по крайней мере, я за этим наблюдаю и думаю так.
Что даст Трамп, мы не знаем. Трамп в свое время вел себя так странно, что мы даже не понимали, что это за человек. Он с Путиным там икшался, там это, что они только не делали. Сейчас там он то-то, то-то сделал. Ну, вам это виднее там в Америке. Вам виднее, как сделать. Нас сейчас волнует, чтобы в этом вопросе Украина выдавила этих всех врагов, чтобы освободила, значит, территории, захваченные Грузии, Чеченской Республики, Молдовы, Белоруссии, этих независимых государств. И чтобы после этого эти народы, которые находятся в составе России, они должны сами подняться, им нужно оказать в этом содействие. Тогда это может быть не то, что мы сейчас говорим, томагавки или другое. Мне так кажется. Извините, я хотела бы немножко вернуться, конкретизировать. Я хотела Игорю задать вопрос, потому что 10 лет назад Малика, дай он ответит. Пускай он ответит. Я же ему задал вопрос. Я больше не буду ему вопрос задавать. Спасибо. Да, хорошо, я постараюсь очень быстро. Да. Потом я Малик. Постараюсь очень быстро. Хорошо, Смотрите, считать, какая ракета куда долетит и сколько она взорвет. В России 16 миллионных городов всего лишь. И, как я сказал, один томагавк несет 16 боеголовок. Но дело же не в этом. Дело в паритете. Все время раньше считали, у кого больше, у кого меньше. У Америки меньше ракет, чем у Путина. Но, понимаете, если есть сдерживающая сила, если тот же Путин прекрасно понимает, что его ракеты не долетят, а ракеты к нему прилетят гораздо быстрее, чем он успеет даже ойкнуть и сбегать в туалет, то никто не нажмет никакую кнопку, потому что кроме Путина есть и другие люди. И если уже встанет такой вопрос, что действительно американское ядерное оружие окажется у берегов России, то я думаю, на этом все закончится. Знаете, мне приходилось работать с Лавровым. Любимое слово Лаврова – это паритет. Так вот, паритет в данном случае такой, что он может быть нарушен. То есть, если сегодня паритет, что Америка это там, а Путин здесь командует, и у него Европа под ногами, то если НАТО окажется с ядерным оружием рядом с Путиным, то паритет будет склоняться в другую сторону. И сила будет как раз на стороне войск НАТО против Путина. И тогда уже НАТО будет диктовать условия. А то, что с путинизмом будет покончено, это понятно. Вопрос только когда. Можно Спасибо. мне сказать? Можно? Аслан, веди. Да, пожалуйста, Малка, вам слово. Мы познакомились с Игорем Бабошкиным 10 лет назад, когда с конгрессменом Майклом Гримом я вела с агентурой Путина активную борьбу в Нью-Йорке. У Путина полно агентов в Америке, они ведут огромную работу, информационную работу и разную другую работу в огромной русскоязычной общине. И помощник конгрессмена Майкла Грима Габриэл Голденберг сказал мне, что есть такой человек, Игорь Бабошкин, он делает ту же самую работу, я вас должен объединить. И мы с Игорем вдвоем на земле проводили простую работу и имели огромный успех в борьбе с российской пропагандой и с российской агентурой. Мы закрыли очень многих агентов здесь, мы выслали из страны очень многих и продолжаем эту работу. У нас есть личные контакты с конгрессменами, с сенаторами, мы пишем петиции, обращения, используем средства массовой информации. То есть Америка замечательная страна в этом плане, что люди, каждый человек может влиять и менять жизнь. Президенты приходят и уходят, а люди остаются, и у людей есть большие возможности. Вот мы с Игорем активно это практикуем. Хочу, чтобы он что-то добавил. Игорь, добавь что-нибудь к этому. Ну, Малик, это интересно. Сама говоришь, потом своего человека снова включаешь. А здесь есть слушающий, да, Аслан? Конечно. Извините, да. Пусть наши скажут. Аслан, давай другие. Потом вам. Аслан, я молчу. Аслан, да, давайте Игорю дадим слово, Аят, и потом вам тоже ваше мнение узнать по этому поводу.
Ну, я уже вроде бы все сказал, мне уже как бы неудобно себя тут пропагандировать. Давайте Давайте я просто скажу пару слов, что почему я знаю Россию, потому что я очень много лет возглавлял Координационный совет американских организаций соотечественников. Это было в то время до 2014 года. И в 2014 году, буквально 13 апреля, когда началась война в Украине, я был вызван в Москву, и Лавров меня за грудки взял, чтобы мы начали пророссийскую пропаганду в Америке. Я отказался, и с тех пор, с 2014 года, я веду антипутинскую работу. Да, так вот, смотрите, 13 числа 2014 года началась война на Донбассе. Началась она с Славянки. Многие не знают вообще, почему началась эта война. И началась она из-за Байдена. И я вам объясню сейчас, если захотите, в двух словах вообще, из-за чего началась украинская война. Если есть время, я не знаю, насколько по времени вы тут Игорь, свободны. Давайте не будем возвращаться к началу русско-украинской войне. Мы, в принципе, в общих чертах знаем. Скажите, пожалуйста, я сейчас задам вопрос Аяду, и потом, может быть, в целом обсудим. Вроде бы у нас уже формируется именно по теме нашего сегодняшнего стрима, формируются стороны, украинская, американская и наша. Ая, вот только что вот сейчас Малка нам рассказывала о тех возможностях, тех стремлениях, которые у них имеются, к которым они стремятся. Что нам, чеченцам, Ая, нужно? Мы как люди конкретные. Давай сразу я тебя спрошу о том, что нужно чеченцам для того, чтобы наладить вот те отношения, о которых говорит Малка, внутренние, такие глубинные, скажем так, отношения между народами, между людьми, которые способствовали политическому признанию нашей страны и, соответственно, деоккупации и привлечению к ответственности виновных за те преступления, которые совершены в отношении нашего народа. Что нам нужно, Аят, что нам не хватало эти годы, и в чем всегда мы остро нуждались, и сейчас перед какой дилеммой, перед какой необходимостью мы стоим? Ну, вопрос, который ты задаешь, это, так сказать, наш вопрос, как бы внутренний, но он не может быть внутренний, потому что мы находимся на международном уровне и ведем борьбу за деоккупацию своей страны. И все, которые здесь стоят на стороне Кремля, и все, которые стоят за деоккупацию, это две стороны. И переводить эту, как говорится, плоскость его того, что это внутреннее чеченское дело, нельзя. Все это было сделано, потому что Кремль ведет очень сильную пропагандистскую работу против нашего народа, хотя мы создали свое государство в 1991 году, я уже в выступлении сказал. И против этого государства выступали почти все остальные страны мира, поддавшись пропаганде российской. На самом деле, во главе с президентом Жохаром Дудаем мы его создали свое суверенное, независимое демократическое правовое государство. И Конституцию все признали. И в конечном итоге, после всех этих войн, которые 5 агрессий, против нас развязали вот такую внутреннюю столкновение сделали. Тогда это было на религиозной основе. Раньше они пытались это делать разными какими-то съездами там, на уровне местных, там, районных или там вирдовских разных. А сейчас на Западе существуют разные движения и существуют главы их движений, которые из себя изображают в той или иной форме властью Чеченской Республики Ичкерия, хотя никогда о них об этом говорить нельзя. Кто-то там шумит, по-моему, выключите свои эти, если можно. И сейчас вот есть такие деятели. Это вот команда Ахмеда Закаева, это еще команда вот этой так называемой организации Бартмаш, это там другие религиозные деятели. Они, наверное, вот кроме первой находятся в заблуждении, можно сказать. Но в то же время их действия больше и больше напоминают, что они работают в пользу нашего, как говорится, врага.
зная или не зная. И им нужно от этого отказаться, и тогда мы можем объединить свои усилия. Вот я что хочу сказать по этому поводу. И было бы хорошо, чтобы они это поняли, и как сегодня вот происходит в самой Украине, там тоже такие же движения, там внутренние вот эти агентуры, которые работают на Кремль, очень сильно мешают тому, чтобы сегодня Украина активно вся, как говорится, могла противостоять, скажем, российской агрессии. И в то же время то, что вот мы говорил, это раз говорил, что ситуация тяжелая из-за того, что вот с обеспечением, скажем, вооружений, снарядов, вот эта трудная ситуация, которую мы ожидаем, что Америка вот-вот решит, и Запад, и тогда этот вопрос решится. Вот что я могу сказать об этом, Аслан. Пускай другие люди наши выступят, кроме нас, Аслан. Давай. Пожалуйста. Да, Баркал, Аят, Баркал. Да, кто хочет сказать, дополнить, я, Игорь, вас отключил, потому что было шумно. Угу. Есть люди, которые поднимают руки? Есть, по-моему. Да, вон Хали Гали поднимает руку, я тогда предоставляю слово. Хали Гали, можете включить свой микрофон. Хали Гали, если можно, по теме. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Я сегодня выслушал вот этих канадских друзей. Я вам скажу, это те люди, которые готовы вас предать. Они нечестные. Видите, Галя, о ком вы говорите, о каких канадских людях? Ну вот, который вот перед этим выступал, который, высказывал вот свои мнения. Это, я вам скажу так, это люди, которые просто они хотели заполнить эфир. Извините, Харигали, вы из Санкт-Петербурга, я так, кажется, помню. Поэтому вам будет небезопасно сейчас говорить у нас в эфире. Поэтому сейчас слово я предоставляю Исе Ахмадову. Давайте. Исе, надо включить микрофон. Так, нету. Аля, да, это? Нету, Исе. Угу. Есть у кого-нибудь вопросы, предложения? Нет. Вот нашим гостям дай тоже вот. Ибрагиму Яганова, Али Дудаевой. Дай им слово тоже. Да, они могут включить. Да? Угу. Да. Если хотят, в любое время могут включить. Мне нужно выступить. Алла. Здравствуйте. Алла Визия. Добрый вечер. Я бы хотела поблагодарить Тараса Противята, который познакомил нас полностью, осведомил с обстановкой, которая в Украине, потому что очень много компромата внедряется со стороны Кремля и искажают ситуацию. Он очень объективно, доходчиво все объяснил нам. Было очень приятно слушать нашего старого друга Тараса Противята. А что касается новых друзей, Малки Шахар и Игоря Бабошкина, мне тоже приятно, что они с Америки, далекой Америки, присоединились к нашей конференции. И я, например, не знала эту обстановку, не знала об участнице на выборах этой женщины, о которой рассказала Малка Шахар. И, конечно, эти выборы, они
архиважны для нашего мира и о том, что там происходит. Это нужно в общем для всех нас, эти знания. Ну, интересы чеченцев всегда представляют Ахьят, и все мы. И нам, конечно, хотелось бы, чтобы побыстрее развалилась эта Советская империя, тем более, что украинские добровольцы делают все для этого. Ну, в общем, я сказала, можно сказать, все. Желаю нашим участникам еще больше знаний, информации. Всего самого доброго. Спасибо большое. Баркал, спасибо, Алла. Спасибо. Кто-нибудь хочет еще высказаться? Есть вопросы у кого-либо? Так. Иса, у тебя включен микрофон. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Добрый вечер. Там эхо, или мне кажется? Нет, эхо вроде бы нормально. Вчера я послушал в мессианском языке, когда Ахьят говорил одну проблему, которая сейчас ее пока не решишь, трудно будет договариваться с кем-либо. Речь идет о том, что то, что касается Закаева, он говорит правильные мысли, хорошо, владеет материалом, но цель его недостижима. Если мы участвуем в этой теме, а речь идет о том, что Кавказский дом не то, что сделал Дудаев и Гамсахурдия, а то, что сделал и то, что было не принято. Речь идет о чем? Когда 31 марта в 1992 году все бывшие государства СССР, бывшие республики РСФСР подписали договор с Ельциным, мы после этого были оккупированы. Мы государство, которое было признано по всем международным законодательствам. И сегодня складывается такая история. Если мы участвуем в данной кампании, мы им желаем удачи. Но с ними участвовать мы не имеем права. Потому что результат может быть двойной. Первое. Неизвестно, чем это закончится. Но мы поставили крест на том, что нам никто не давал права. Мы не имеем права участвовать в сомнительных мероприятиях. Мы государство. Мы должны только заниматься деоккупацией. И то, что Украина приняла постановление 8132, в котором конкретно сказано признание того, что была депортация, то, что было совершено преступление в 2 русско-чеченских войнах, нам конкретно указывает путь, по которому мы должны идти. И там написано обращение к международным организациям, где Украина выступает государством, членом ООН, вправе передать наши документы в ООН. И надо не забывать 3 очень сильных таких факта. Украина потеряла во время Второй мировой войны 34%, 400 миллионов граждан Украинской ССР из 40 миллионов. Сегодня продолжается война, и получается в 3 поколениях продолжается война за свою независимость против одного и того же СССР, Россия. А признав нас, Чеченскую республику Ичкерия,
У нас та же история. Только мы оккупированные, хотим деоккупацию сделать. У нас погибло 71% депортации, убито было граждан. И 280 тысяч человек, 28% от всего численности граждан Чечкерии погибли в двух русско-чеченских войнах. Вот именно сейчас с депутатами Украины, если нам помогут еще какие-то организации, учитывая то, что сейчас в данный момент ведет передачу юрист, специалист в данной области, в международной политике, я хотел бы, чтобы все-таки то, что сказал Ахьят, не надо в сомнительные сделки лезть. И то, что Закаев сейчас делает, это отвлечение нас от главного. Например, я так предполагаю и вижу этот путь. Спасибо. Баркалде Рейсур Аят. Спасибо. Кто-нибудь хочет что сказать? Айса был Ахмадов. Да, Иса Бехман. Так, ну, Халид поднимает руку, я тогда дам слово Халиду. Халид, включай микрофон и можешь говорить. Алло? Хорошо. Хорошо. Ну, приветствую всех. Я хотел вопрос задать вот, представителям с Америки, США. Игорь Бабушкин, может, и Малка. Вот вы говорите, что Трамп там такой позитивный, все. А как вы думаете, как бы он зареагировал на ситуацию в Украине, будь он сейчас президентом? Что он конкретно сделал бы? Вот небольшой вопрос. Мой микрофон включен. Я поддерживаю Ники Хейли, и она единственная из республиканских кандидатов сегодня поддерживает Украину, и она говорит, что сегодня Украина борется за весь мир, и в том числе за Америку. Вчера выступал сын Трампа, Эрик Трамп, и он сделал заявление, которое шокировало очень многих республиканцев, которые поддерживают Трампа, о том, что они против помощи. Эрик высказался против помощи Украине. На первых выборах Трампа я его поддерживала, я подняла русскую общину за него, я была очень активной сторонницей. На вторых выборах тоже, но на третьих, на сегодняшних выборах я поддерживаю Ники Хейли, я в ее команде, и сегодня, я надеюсь, она одержит оглушительную победу. Не, ну это понятно, может, это я про Трампа конкретно спрашиваю. Что было бы, как бы было, если вы спрашиваете мое мнение, то я уверена, что войны в Украине не было бы. Если бы в 2020 году Трамп был избран президентом, этой войны просто не было. Я когда-то давала интервью Нью-Йорк One, Первому каналу Нью-Йорка, меня спрашивали, вы активный оппозиционер, вы боретесь с Путиным, как вы можете поддерживать Трампа? Я сказала, Путин мой личный враг, но я не хочу войны. Я знаю, что Трамп его сдержит. Я сейчас согласен с вами тоже, но если мое личное мнение, если, например, Трамп, то, я думаю, Украина не получила бы ни одного патрона даже, потому что все мы знаем, когда вот до этого тоже Трамп был в власти. Это же при нем же надо. Но можно я добавлю, раз уж меня тоже спрашивают, да, Малка, извини. Значит, смотрите, мне кажется, что НАТО
на 2/3 финансируется Америкой. И когда Трамп был, он как раз поставил НАТО условия, чтобы все страны подняли свой военный потенциал. Он, может быть, не говорил о том, что он ожидает нападения со стороны России, но, как я уже сказал, такие предположения были, что он Путина предупредил, что будет плохо. Сегодня, если бы Трамп пришел к власти, Трамп – это настолько непредсказуемый человек, вот вы тоже где-то здесь прозвучало, что ожидать, что он сделает завтра, невозможно. Он может сегодня рассказывать в предвыборных речах все, что угодно, лишь бы получить поддержку от избирателей. Как он поведет себя дальше, даже предсказывать трудно, и никто на это не может ответить, потому что Трамп непредсказуем. Может быть, он будет вести себя агрессивно, может быть, он будет вести себя по-другому. Но Америка не выйдет из НАТО, и я думаю, что ни при Трампе, ни при Никки Хейли Украину не бросят ни в каком случае. Ну и второе, что все-таки не один Трамп решает вопрос. Президент Америки, не имеет права объявлять войну, в отличие от России, где формально Сенат утверждает решение президента. В Америке решает все Конгресс и Сенат. Поэтому решение о принятии военных действий будет приниматься не президентом, каким бы он ни был. Даже если Никки Хейли завтра захочет бомбить Путина, у нее это не получится до тех пор, пока она не получит одобрение Конгресса. Так работает в Америке. Понимаете, вот сегодня, смотрите, президент хочет дать Украине вооружение и 60 миллиардов денег, а Конгресс встает в позицию и не дает. Так что говорить, кто будет президент определяет общую политику, но окончательное решение имеет Конгресс и Сенат. Ну, я согласен с этим, что Сенат, все там работает, да, как бы там демократия, все там на высшем уровне, как бы. Но я справедливости ради добавлю, у вас неверная информация. Когда Трамп пришел к власти, он дал Украине летальное оружие, чего не сделал Обама. Обама посылал одеяло украинской армии. По-настоящему вооружение Украине дал Трамп. То, что Трамп собирался вывести США из НАТО, это было такое? Было? Да, было. Да, было такое. Но вопрос стоял именно из-за того, что, во-первых, на тот момент НАТО было как бы не нужно, потому что не было войны. И второе, что европейские страны давали туда достаточно денег. Как я сказал, 2/3 финансируется НАТО со стороны Америки. Недавно Захарова заявила, что якобы европейские страны кормят Америку, отправляя деньги, которые собирают для НАТО, отправляют в Америку. Так вот это была полная ложь, потому что наоборот деньги из Америки 2/3 финансируются в НАТО, идут оттуда. Так что и при Трампе ничего не сократилось. Малко правильно говорит, дали и джавелины, и все, что нужно, дали, в принципе, в Украину. Ну, я в общем-то, я не хочу слышать вранья, понимаете? И джавелины дал Конгресс, решение Конгресса, Нижней палаты и Сената. Трамп не хотел давать, они его заставили дать джавелины. Он заморозил 200 миллионов помощи Украине, потому что требовал, чтобы против Хантера Байдена открыли криминальное дело. Что вы вообще все время слышу? Вы врете, понимаете? Это сплошное вранье. Тарас, спасибо большое, но давайте так, если уж говорить... Дискуссия. Да, я постараюсь. Нет, дискуссия, конечно. Смотрите, Трамп пытался расследовать дело Бурисмы, и разговор тогда шел о прокуроре Украины. Именно из-за этого началась война. Я об этом начал говорить. Смотрите, когда в Славянске нашли запасы газа сланцевого, которые являются вторыми, по-моему, в Европе, и Украина могла добывать газ и закрыть трубу, которая входила в Украину из России, и начать поставлять свой собственный газ, то именно был заброшен Гиркин, и именно там начались военные действия в 2013 году. Именно буровые установки, которые купила Украина, они заказали 5 установок по 800 миллионов, 2 успели купить в Черном море. Их захватил Путин. Сейчас, по-моему, их отбили. Значит, и Трамп пытался расстроить именно вот эти вот условия, потому что именно они привели к войне. Если бы их расследовали
до конца, что сынок Байдена именно был в Славянске завязан вот с этими вот газовыми месторождениями. Поэтому тут все очень непросто завязано, очень непросто. И войну Путин начал именно из-за того, что ему перекрывала Украина вот этим сланцевским месторождением, закрывала ему поставки газа на всю Европу. Для России это было равносильно смерти на тот момент. Нефть бы оставалась, но газ на Европу, все его потоки, они просто-напросто останавливались. Они были бы не нужны, никакие северные потоки, ничего. Потому что самый дешевый газ пошел бы из Украины. Почитайте, откройте. В Славянске большие залежи сланцевого газа. И сегодня оттуда никогда не уйдет Путин. Он будет держать эту войну вечно, потому что ему нужно, чтобы газ у него покупали. Именно поэтому сегодня, между прочим, только что Польша и Балтийские страны выступили за то, чтобы СНГ не покупать сжиженный газ в России. И это должно войти в 13-й пакет, который будет объявлен 24 февраля. Так что Трамп, не Трамп, тут все очень слишком много завязано на этой войне. Война не начинается никогда просто так. Же как Вторая мировая не началась так, как мы об этом знаем. Спасибо. Спасибо. Есть ли еще у кого-нибудь вопросы и касательно нашей темы сегодняшней? Желательно. Интересно было послушать, конечно, обе точки зрения. Спасибо отдельно Тарасу. Ну, друзья, давайте поговорим о нашей теме. Так, нету вопросов. Вопрос такой у меня еще такой есть. Да, Халид, слушаю тебя. Вот тоже вот... Громче говори это, Халид, громче говори. Представитель, я хотел обратно вопрос задать вот Игорю и Малке. Как так они, ну, они с Америки, оттуда, там живут, знают все там как бы. Что нужно, чтобы США, например, как-то обратила внимание на Чеченскую республику Ичкерия, например, как... Ведь наша страна была построена на основах, которые как бы считаются основными в Америке, в США, не? Эти ценности, эти все дела, как бы вот со всеми этим связано, все что. Почему такое гробовое молчание в отношении нас, например? Вот. Ну, были моменты, которые не подходят, я понимаю это все, но это как бы так себе, как бы, ну, в основном, в основе своей, почему не было как бы признания или что-то. Один раз я слышал там, как его звали, такой политик был один, конгрессмен один, он же умер, он давно уже, как его звали. Ну, он там один раз, два раза, там что-то... Джон Маккейн. Маккейн, да, Yeah. Маккейн был. Он там что-то упоминал, что там, а вот мы признаем Чеченскую республику Ичкерия, там что-то такое было, и все как бы вот. А больше, не знаю, ни Буш, ни Клинтон, ни Обама, никто даже словом, как бы, ну, вроде бы как бы по всем принципам. Понятно. Наверное, не по адресу вопрос. Ну, Малка, вы слышите? Если они представляют ту сторону... Я хочу представить еще одного американца, очень заслуженного человека. Он наш брат чеченец, Руслан Юсупов, он с нами. Он 20 лет живет, он доктор, он живет в Америке. Руслан, если бы ты мог что-то сказать, добавить, очень достойный человек, я хотела бы, чтобы он тоже за Америку отвечал, потому что он чеченец-американец. Спасибо, я включил ему микрофон. Он может... Руслан, я попрошу тебя, ответь, пожалуйста, на этот вопрос. Я просто скажу, что Колумбийский университет изучает чеченские, ингушские языки. Америка испытывает интерес к малым народам, и это наша вина, что мы мало говорим, и у России много денег, которые тратятся на пропаганду, на то, чтобы затирать эти темы, замалчивать. У Игоря огромное издание «Наш дом Америка». Еще раз, пожалуйста, каждый из вас может писать
Игорь будет ставить эти статьи, он владелец этого издания. Я всех приглашаю, пишите, читайте «Наш дом Америка». Игорь владелец этого издания, и вот он сказал, что у него в Украине люди работают. Я вас приглашаю, рассказывайте свои личные истории, рассказывайте свои наблюдения. Я когда-то записывала для библиотеки Конгресса на аудио рассказы переживших Холокост. Малика, тебе надо к нам перебраться, ты хорошо агитируешь. Пускай Да. Руслан скажет. Да, Давай. да, все, извините, да, все. Руслан. Руслану нужно включить микрофон. Может быть, пока Руслан собирается, я добавлю? Да, пожалуйста, Игорь. Ну, смотрите, вот я часто встречаюсь с политиками. Кстати, вот наш конгрессмен в конце прошлого года, в декабре, поздравила с 20-летним юбилеем наше издательство, пожелала нам дальнейших успехов. У нас на сайте стоит это поздравление из Конгресса. Так вот, конгрессмены должны просто... И для этого эти вопросы надо носить. Поэтому меня ожидается в ближайшее время встреча с нашей конгрессвумен Николь Малиотакис. Она представляет Нью-Йорк в Конгрессе. Понимаете, если вот я ей завтра скажу, что есть Республика Ичкерия, и там есть какая-то проблема и прочее, то так оно не работает. То есть это надо долбить, это надо посылать информацию, это надо через, как говорится, службы, которые работают на конгрессвумен, чтобы они ей это докладывали. И тогда кто-то где-то должен это выложить и, как говорится, закон или какое-то предложение внести в Конгресс и рассмотреть этот вопрос. Просто так не будет. Никакой конгрессмен из какой-нибудь Оклахомы не вспомнит, что где-то есть какие-то республики, которых много на карте, но про которые он никогда не слышал. Малко говорит, что да, надо что-то писать, надо говорить, что есть такой вопрос. Конечно, на русском языке мало читает, но кому надо, те читают. Нас все равно проглядывают и приглядывают. Поверьте, что пока я работал руководителем русской общины Америки, ко мне приходили регулярно соответствующие службы, задаваться. И, в общем, они очень хорошо следят за тем, что происходит в любой общине. Поэтому, если есть какая-то община, то она находится под наблюдением. Если эта община свои какие-то проблемы выносит на более широкое поле, то эти проблемы тогда будут замечены. А просто так говорить где-то что-то за углом и говорить, почему нас не понимают, ну, слушайте, Игорь, извините, знаете, пожалуйста. про Украину тоже, наверное, не все знали в Америке до того, как это все случилось. Ну, да, в Украине началась большая война. Извините, пожалуйста, вот если, например, мы об этом говорим, пишем, там, делаем много работы, ну, пока не будет заинтересованность у той стороны, мы это уже просто знаем, что до тех пор, что бы мы ни писали, никакого эффекта, никакого воздействия это не возымеет. И нужно, как говорится, две стороны в этом вопросе. Поэтому мы, конечно, готовы писать, мы готовы всегда представлять, мы об этом только и говорим, но пока, опять же, пока не захочет, например, ваша страна, то никаких шагов не будет. Даже несмотря на то, что идет кровопролитная война. Хотя была оказана и информационная поддержка, и разная другая, но она оказалась недостаточной, и на глазах всего мира был геноцид. Настоящий геноцид. Поэтому давайте как-то попробуем что-нибудь придумать и заинтересовать как-то Америку, наверное, им тоже. Америка же должна проявить инициативу в этом вопросе. Мы-то всегда готовы. Извините, что так долго. Могу я сказать два слова? Вот на вопрос, который был задан, почему Америка и другие страны про нас это не говорят, не пишут, почему они против нас. Я хочу пояснить одно вот, очень важный момент. Люди, которые выступали на стороне, с нашей стороны, будучи членами нашего правительства, оказавшись на Западе,
в Лихтенштейне, в Швейцарии, потом в Копенгагене, потом там наш так называемый министр иностранных дел, они все выпускали, все эти годы выпускали документы, из которых шло, что наша территория Чеченской Республики является частью России. И по всему миру это распространяли, по всем этим международным организациям, в том числе и в Конгрессе США, и везде распространяли. И это давало возможность негативное отношение к тому, что якобы они есть власть, а им в этом вопросе, скажем, который сейчас вот мы подняли, им помогает Кремль. Они их водят за ручку, они их финансируют. Они, значит, вначале сидели на дотацию у Березовского, потом сейчас другие там, они с этими либеральными, скажем, демократами, которые сегодня пытаются сохранить как бы Россию в целостности, да, с ними общаются, понимаете? Потом, значит, под разными другими лозунгами здесь, там, религиозными или другими, отрицающие наше государство, которое было создано, и столько войн провело, и столько людей погибло, наше государство. Эти наши внутренние враги, как сказал Тарас, они делают главный вред нам приносят. Мы им говорили, вернитесь в станционное поле, вернитесь, давайте, оставьте это дело. Они не хотят этого дела до сих пор. Вот это главное, мы сами должны в первую очередь на это посмотреть. А то, что он говорит, вот Игорь, вот он, может быть, даст свои координаты или, значит, Малика даст, чтобы мы могли туда посылать документы, говорить, чтобы они нам контакты дали сейчас. Для нас это будет хорошо. Мы прямо всю эту ситуацию будем разворачивать и говорить. И, может быть, нам нужно там своего представителя иметь в Америке. Но так как вот эта вся работа через Кремль идет против нас, а значит и против Украины, и против всех свободолюбивых народов, и против захваченных вот этих государств территорий, вот в этом причина, я хочу сказать, на этот вопрос ответить, который задал наш Халид. И кроме всего прочего, что сказали вот американцы. А если вот скажет еще вот этот человек, который Малика обозначила, было бы еще хорошо. Так что вот такая ситуация, чтобы мы знали, это для всех, вот поясняю я вот так, это доказательно, это есть документы, это обосновано, то, что эти люди делали незаконно, не имея на то никакого права, то есть за место, как из нашего государства, под таким лозунгом действует на Западе. И, я уже не говорю о марионетке, которая захвачена территорией. Это открытая там работа, эта ситуация такая. И мы должны это преодолеть. А для этого мы должны здесь все объединиться, наши сторонники Украины, мы там, другие, значит, скажем, из Белоруссии есть эти сторонники наши, есть из Молдавии, другие, мы должны объединиться против вот этой лжи, против этой пропаганды российской. Вот в чем дело. Пожалуйста, если кто хочет, скажите, я закончил. Аслан. Муса Мафойль. Я слушаю. Да, ты так, в эфире. Я элементарную вещь скажу. Короче, когда уже Ельцину понадобилось деньги, когда экономика была нехорошая, уже, чтобы уничтожить террористов, дали деньги. Кто дал? Америка поступала деньги. Дальше что? Элементарно вещи, в общем, мы знаем, в Украине война идет, дальше в Грузии была война, в Чечне война, и элементарно, в общем, есть психология, есть врачи, почему не знают, что за народ, в общем, российский. Вот это хотя бы надо было понять за 20 лет хотя бы, чтобы, в общем, немного подумать. Да.
Да. Да, все, короче. Я все сказал. Баркал Дересхур. Муса Дересхур. Кто-нибудь хочет еще что-то сказать? Я хочу попросить слова. Да, Алла, пожалуйста, вам слово. Я хочу вернуться к словам Игоря Бабушкина насчет сланцевого газа, насчет начала войны в Украине. Конечно, этот мир построен на интересах этих больших держав, и абсолютно верно то, что война в Украине началась из-за сланцевого газа. Но, наверное, мало кто знает, что война в Ичкерии тоже началась из-за нефти. К нам приезжала Диана Росс, дочка нефтепромышленников американских, еще в мирное время. Она ездила по горам и тщательно изучала добычу нефти. И потом были переговоры Джохара с нефтепромышленниками американскими. И они предложили взять концессию чеченскую нефть до 25 миллиардов долларов. Но Джохар сказал 50 миллиардов долларов. И как раз в то время он договорился, что будет восстановлена нефтяная промышленность. И, конечно, тогда, выступая перед народом чеченским, он даже говорил о том, что верблюжье молоко будет течь из золотых краников, которое потом вошло в притчу во языцах. И в 1993 году нас пригласили лететь в Америку, чтобы подписать этот договор. И пригласили именно Джохара, меня и нашего маленького сына Деги. Нам Диана Росс сделала визу очень быстро. Приехали в Стамбул. В течение 3 дней в Стамбуле была поставлена виза. А потом наш начальник охраны Аборс Нагаев возмутился. Он сказал, почему мы отправляем в Америку нашего президента только с женой и сыном. Как раз сейчас, когда там правительство, тогда находился Билл Клинтон, друг Ельцина. И вот он говорил, может быть, мы их отправляем на уничтожение. Почему с президентом не едет охрана? Почему визу не сделали на охрану? Шли переговоры с нашим парламентом. И, короче говоря, нашей семье запретили ехать без охраны. Кстати, он сказал, Диана Росс тогда была с 2 охранниками. Постоянно, когда ездила в Чечне. И вот в этот раз тоже. Она ехала с охраной из 2 человек. Он сказал, я обнял одного из охранников. У него даже бронежилет. А мы отправляем беззащитных нашего президента с женой, с маленьким сыном. И нам запретили ехать в Америку. Мы вернулись, и договор не был ратифицирован на 50 миллиардов долларов. Но тогда в нашем правительстве еще находились люди, которые вели переговоры. У них были эти телефоны и документы и так далее. И они договорились с этими же нефтяными промышленниками за 23 миллиарда долларов отдать чеченскую нефть. Тайно. И тогда началась Чеченская война, потому что они субсидировали эту войну. Билл Клинтон тогда помогал, как вы помните, Ельцину прислал, по-моему, 6 миллиардов долларов для войны в Чечне. И война началась, в общем-то, из-за нефти. Точно так же, как в Украине, из-за сланцевого газа. Вот это главное, то, что я хотела сказать. Мир наш... Можно полслова, госпожа Алла, о войне? Хорошо, я слушаю, спасибо. Война в Украине началась не из-за сланцевого газа.
Война в Украине началась из-за желания русских возродить империю, потому что без Украины, без Чечни это не империя. Это уже побочные эффекты, там нефть, газ, все остальное. Кстати, на Украине было разведано 2 месторождения сланцевого газа. Второе возле Львова. И добывать его должны были американская компания. На уровне правительства все договоренности были. Понимаете? Потому это все вторичное. Газ, нефть и все остальное. Дело в ментальности. Вы посмотрите, что они вытворяли в Чечне и что они вытворяют в Украине. Они не считают нас за людей. При чем здесь газ? Госпожа Алла, они не считают нас за людей. Мы для них хохлы, вы для них, я извиняюсь, чурки и так далее. Понимаете? Вот и все. А все это остальное, это они сами взорвали Северный поток. То, что построили. Зачем? Что они одно уничтожили. Теперь в отношении ядерного оружия и распада РСФСР с ядерным оружием. Когда распался Советский Союз, 4 республики имели ядерное оружие. Россия, Украина, Беларусь и Казахстан. В Украине на то время был 3-й по мощности ядерный потенциал в мире. И что случилось? Ничего. Также и Россия спокойно распадется, Соединенные Штаты, другие страны ядерные возьмут под контроль оружие, народы будут свободны, оружие ликвидируют, освободят мир от этого оружия, и все будет нормально. А дело в ментальности имперской. Они готовы, им этот газ сланцевый, я извиняюсь. Пока этот газ добывался, это 7, 8, 10 лет. Зачем было начинать войну? Можно было тогда начать, когда уже были готовы к добыче газа. Вот то, что раз, газ и другое, это было повод, причина, чтобы начать. Я же говорю, это вторично. Это вторично. Но все равно, это тоже, они же выставляют это таким образом, а то, что это империя, это понятно, конечно. Хорошо, я извиняюсь, что я так много выступаю, но просто у нас сейчас такие бои тяжелые идут, что нервы не выдерживают. Я извиняюсь. Тарас, я, если можно, одно слово скажу. О, да, Алла. Я хочу поблагодарить выступающего. Большое спасибо. Я с вами согласна. Конечно, главное это восстановление этой империи, ее претензии ко всем странам, надежда восстановить выше границы и так далее. Но время работает на нас. Спасибо вам большое. Я хочу сказать, что каждая война, она начинается по одному поводу, а есть причины, а пропаганда потом дает как бы обоснование действий, которые происходят. Знаете, как любую драку начинают из-за чего-то, а потом говорят, а было это совсем не так. Так и здесь. Я сказал в начале своего разговора, что я в начале войны 13 апреля был в российском МИДе и информацию какую-то косвенную, по крайней мере, я сегодня говорю ее так, как оно было. Ни о каких имперских амбициях тогда речи не шло. Потом они появились. Они появились через много-много лет. После 2014 года нужно было действовать дальше. Нужны были какие-то лозунги и прочее. Знаете, давай повторим и так далее. Мы все эти ленточки видели. Всю вот эту вот лабуду. Вот. Поэтому, знаете, это все... Подвести можно любую идею, придумать любые предложения. Так же, как с нефтью в Чечне.
никто про это не говорил и никогда не скажет, что война началась из-за того, что нужно было нефть захватывать и взять контракты под себя и деньги черпать оттуда. Потому что на сегодняшний день официально показывается, что в Чечне добывается 1% нефти, а я думаю, что там добывается не 1%, и вся эта нефть уходит через совершенно другие каналы, и деньги оседают в арабских странах на счетах руководителей, которых мы знаем. Так что все не так просто. Да. Что в Чечне тогда добывалось максимум 25 миллионов тонн нефти в год, понимаете? И самое низкооктановое число, самые высококачественные масла для космических, то самое оборудование. Там очень ценная в этом смысле нефть. Поэтому там это было. Да, это так, конечно, извините. Просто добавлю. Да, и еще, если можно, я бы тоже добавил, возразил бы Игорю по поводу того, что вот имперские вот эти нарративы появились только после 2014 года. Об этом еще говорил Джохар Дудаев в 95-м, 3-м, 4-м, 6-м году, об имперских поползновениях уже тогда на Чеченскую республику Ичкерия. Об этом еще в 80-х годах, об имперском внутри, прикрываемой то коммунистами, то теперь сейчас, тогда коммунистами, а сейчас уже и демократами, прикрывающих тогда имперское нутро коммунистами, писал об этом Абдурахман Авторханов. Поэтому главная связующая скрепа русского народа это является империализм, это часть культуры, часть психологии русского человека. Поэтому и любой человек, который признает или там допускает, что Россия может быть не империей, и что какая-то там какой-то Чуркистан или там, извиняюсь, Хохляндия отделяться, и он с этим смирится, этот человек фактически в русском обществе считается изменником, предателем. Вот такая вот культура, и она есть основой, двигателем вот этих процессов, которые объединяют вокруг этой идеи определенных людей уже давно, на протяжении уже веков, можно сказать, и они ведут эту экспансионную войну, которая, конечно же, всегда рассматривается с экономической точки зрения, так как если вести какую-то войну, они должны понимать, что завоевывать какую-то территорию, какой-то народ, то им для этого нужны затраты, и, соответственно, они должны учитывать математику, тот плюс, который они поимеют. Это такой дополнительный бонус, что газ в Украине, что в Африке какие-нибудь золото, полезные такие драгоценные металлы, что на Кавказе нефть, ну и так далее, и так далее. Извините, слушаю вас. Да, вы знаете, вы полностью правы. Просто имперские амбиции в России со времен еще Екатерины, которая тоже вела захватнические войны. И, понимаете, разбудить в русских жителях России вот эти имперские амбиции совершенно нетрудно по любому поводу. Сегодня можно сказать про Кавказские республики, завтра можно сказать про Украину, послезавтра, если понадобится, могут сказать про белорусов с картошкой, все что угодно. Понимаете, любую нацию можно разбудить какие-то низменные инстинкты. Так же, как Гитлер антисемитизм разбудил в немцах, которого там, может быть, раньше никогда в таком количестве не было. Ну, где-то там было, что да, немцы там, мы хорошие, наша нация лучшая. Но взяли и разбудили вот именно это и начали захватническую войну по всему миру. От Африки до Лондона. Окей, поэтому... Но все-таки цель войны, у того же Гитлера были это ресурсы, у того же Путина ему нужны деньги, чтобы держать страну и руководить этой страной. Без денег он никто. Если завтра это нищенская страна, а она уже сегодня практически нищенская, если она возьмет вилы в руки и пойдет, то, в общем, мало там не покажется. Чаушеску будет большим примером. Вот. Так что
А уже под каким соусом это дается? Вы абсолютно правы, да, имперские амбиции в России были всегда, и при Екатерине, и даже раньше, наверное. Спасибо. Спасибо всем. Кто-нибудь еще имеет желание что-либо сказать? Мы уже почти 2 часа в эфире, мне кажется, можно... Ну, если нет никого там еще желающих выступить, тогда надо закончить. Я хотел бы 2 слова сказать, если можно. Да, пожалуйста. Хотя это будет не 2 слова. Я хочу сказать, что сегодня Российская империя проводит пропаганду внутри, скажем, самой России. Вот она, например, изображает, что вот украинцы хотят захватить вплоть до, значит, этот Краснодарский край, там Северный Белгородский, другие, и вплоть до Вильнюса, и вот такую карту делают, так. По Чеченской республике они там делают выступления, некоторые наши деятели там, которые говорят, что чеченцы это самая первая нация в мире, хотя это бы никогда никто и не позволил бы сделать, скажем, чеченцам или другой нации такие вещи говорить, или Украине, если бы сегодня не нужно было бы строить эти народы. Допустим, чтобы чеченцы были неугодны всем окружающим народам, сказать, вот они вот такие. То есть создать там такую напряженку, создать внутри, чтобы против украинцев, вот сказать, наши территории вот они хотят захватить. Или сказать, что вот они хотят вот создать такие условия, чтобы мы все там подрались, развалили кровь, чтобы наша во всех регионах России лилась. То есть мы здесь должны быть тонко подходить к этому делу, видя, что ситуация, кому она выгодна сейчас. Ни первым, ни вторым, ни третьим не выгодно, а выгодно вот это все, выгодно пропаганда Кремлю. Поэтому на это нельзя поддаваться. Это я хотел сказать. Ну, на этом, если никого нет, Аслан, давай тогда закончим. Все. Я единственное хочу добавить, что тут спрашивали нашу информацию. Значит, пишите, пожалуйста, заходите на сайт, называется нашдом.us английскими буквами. Это как наш, как NASH, дом как дом и .us. Пожалуйста, пишите, сюда, присылайте вот, материалы. Да-да, вы сюда сбросить можете это или нет, написать? А вот я не вижу здесь бросить. Я вижу видео, я вижу только это самое, аудио. Я не вижу здесь... Хорошо, тогда мы поищем. Малка, если ты видишь, то скинь, пожалуйста, название сайта. Да, я возьму и передам. Хорошо. Скину. Угу, спасибо. Хорошо, ну тогда все, всем благодарим всех, кто присутствовал, слушал. Пожалуйста. Я хочу поблагодарить всех участников. Было очень интересно. Интересная информация была из Украины, из Америки. Да, это очень полезно, да, Алла. Да, большое спасибо. Да, всем спасибо. Мы хотим вас. Спасибо всем. Алла, и вам большое спасибо. Всего хорошего, до свидания. Следующий наш стрим состоится в субботу, тоже в 20 часов. На чеченском языке и на русском языке следующий, как сегодня же, в 20 часов по центральноевропейскому времени. Приглашаем всех. Всего хорошего. Адикюэль маш ойль бюзлер алёль. Адик далее.